Итак, друзья, здравствуйте. Это рубрика «Просто тех» о технологиях для всех. Как я уже говорил в прошлом выпуске, кто билет-фильм не смотрел, то посмотрите обязательно. В конце я говорил то, что мы с вами снова окажемся в магазине Xiaomi. И вот они, мы здесь. В прошлом выпуске в магазине Xiaomi мы с вами разбирали умный робот-пылесос. И советую вам посмотреть этот выпуск. Это действительно очень умный робот-пылесос. Умнее даже, чем я. Обязательно его посмотрите. Ну а сегодня, как вы уже могли заметить, думаю, он достаточно заметный, мы сегодня будем рассматривать с вами умный сейф. Да, вот такое даже бывает. В общем, не будем медлить, начнем. Устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Итак, это умный Xiaomi-шный сейф. Они много чего умеют делать, у них огромный ассортимент того, что они умеют делать. Не только телефоны, не только там какие-нибудь телевизоры, наушники, там какие-нибудь пылесосы умные, ну еще и умные вот сейфы. Сегодня мы с вами его рассмотрим, что он умеет, как он вообще справляется со своей прямой задачей, а именно защищать. Расскажу вам о его характеристиках. Вы зададитесь вопросом, какие у сейфа могут быть характеристики. Это ж сейф, он типа железный, в него кладешь там что-нибудь, свои сбережения, что-нибудь, то, что вы хотите сохранить, и все. Ситуация другая немножечко. Итак, сначала о его габаритах. Размер его 40 на 30, весит он 20 килограмм. Ну и не просто ж так он называется умным. Он работает от приложения, то есть вы можете через приложение Mi Home, тут даже логотипчик его есть, можете подключить сейф к своему телефону и настроить его. Итак, друзья, вот тут у нас вот так вот спереди выглядит. Мы можем с помощью отпечатка пальца вот так его открыть. Сям ван сям сям сям. Китайская женщина нам говорит то, что у нас сейф открыт. И вот тут вот у нас два пространства, в которых мы можем разместить без проблем какие-то наши драгоценности, наши сбережения. Это вот эти шарики. Ну тут просто очень приятный, кстати, материал внутри расположен мягонько, ничего у вас не поцарапается, ничего у вас не испортится, спокойненько. Вот тут вот у нас батареечки, значит, находятся. Все, мы это вставляем. Тут вот так, если мы закроем, ба-ба-бам, все, он закрылся. Включись. Так, вот тут вот у нас код. Ты-ды-дын. Вот мы код можем вбить, откроется он у нас. Также вот тут вот для ключа у нас ба-бам. Для ключа тут зарядка, у нас Type-C зарядка и у нас, собственно, ключик. Опа, закрывается, вот так вот. Сян-ван-сян открывается, также сян-сян закрывается. Также вот тут у нас Mi Home логотип, мы можем через приложение подключиться и его без проблем настроить. Вот такие способы существуют его открыть. Также он не просто называется умным, как я уже сказал, можно подключить к нему приложение. Зайдя в приложение, можно также его открыть через телефон, то есть отпечатком пальца в телефоне вы можете открыть его, если вы находитесь на близком расстоянии. Также, если какие-то плохие люди захотят его куда-нибудь унести, во-первых, его нужно будет поднять, он нелегкий, но если все-таки вам удалось, вы его хотите куда-нибудь вынести, через 5 метров он у вас заблокируется, и открыть его можно будет не через отпечаток пальца, даже не через код, только с помощью ключа. То есть он у вас заблокируется так, что кроме тех, у кого есть ключи, открыть его не смогут. Так что приберегите их, вдруг, если у вас такая ситуация случится, то только ключом сможете его открыть. Также существует система, при которой, если рядом с вами стоит ваш друг, а вы вбиваете пароль, то, введя какие-то просто рандомные цифры, он у вас может открыться. То есть человек будет думать то, что это ваш пароль, но на самом деле нет. И если он попробует в следующий раз вбить этот пароль и получить доступ к тому, что хранится у вас в вашем сейфе, у него не получится, потому что сейф-то умный, и его обмануть так просто не получится. Интересно получается, согласитесь? Также вдогонку хочется сказать про умный замок от Xiaomi. Ну как замок? Это получается дверная ручка. Умная дверная ручка с замком от Xiaomi. Функции у них схожи. Тоже также можно вбить пароль, можно с помощью отпечатка пальца его разблокировать. Он вот тут вот у нас подключается, получается, к системе замка, и уже можно будет спокойненько кого-нибудь запирать или самому запираться, спокойно это труда не составит. То есть у него точно такие же функции с помощью пароля, с помощью отпечатка пальца, как и у этого умного сейфа. Такой вы тоже можете себе приобрести. Итак, хотелось бы озвучить сейчас цену, потому что я уверен, что вы заинтересовались, вам интересно хранить все вот
все ваши сбережения, все ваше драгоценное, что честно заработанное вот в этом сейфе. И поэтому, если вы еще в эту комнату поставите вот такой вот замок, то у вас вообще никто ваши драгоценности никто ваши вообще никогда в жизни не украдет. Вы будете защищены со всех сторон. Итак, цена сейфа 2400 монат, а цена вот такого вот замка 3000 монат. Да-да, я ничего не перепутал, именно так. 2400, 3000 монат. Соответственно, вот такой вот у нас обзорчик получился. Как вам, напишите в комментариях, заинтересованы ли вы в сейфе или в замке, вообще необходимо ли вам это, пользуетесь ли вы, может быть, уже таким сейфом, ну или если у вас какой-нибудь старый сейф, то может быть самое время и перейти на него. Приходите в Ашхабад Молл и можете как бы посмотреть, пощупать, потыкать, ну, в общем, ознакомиться. Если вас заинтересует, то берите спокойно. Надежность гарантирована. Ну и в любом случае на этом пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте про колокольчик, это важно. Так вы не будете пропускать новые и интересные выпуски. Не забывайте про старые, они очень интересные были, так что посмотрите. Ну и увидимся с вами, когда увидимся. Давайте. Также вы можете настроить, продемонстрирую сейчас. Тут у него есть отпечаток пальца. Вы можете поставить в него свой отпечаток пальца. Меня, наверное, бошку обрезает. Обрезает голову? Дверь, хорошая. А, нормально? Есть пространство? Да. Все, ништяк. Вообще, вы будете защищены со всех сторон. Спустя 5 метров он у вас заблокирует. Потом еще опять подойдем поближе, типа изнутри его покажем, после уже, сейчас я договорю. И еще если вы в эту комнату Че? Ключ где, я не знаю. Ну где-то он тут точно есть, да? Ой.